Артисты мужского балета отрабатывают переходы с реквизитом, пока без музыки. Эта часть выступления, как правило, требует наивысшего мастерства. Все движения необходимо оттачивать до идеала. Там, на сцене Кремлевского дворца, ошибки просто недопустимы. Работайте на публику. Посмотрю, кто-то помнит, кто-то выполняет, а молодые так вообще не знают. Перед ответственным выступлением коллектив даже место репетиции поменял. Вместо довольно небольшой танцевальной площадки филармонии – физзал колледжа культуры. Ведь у главной сцены страны только так называемое зеркало длиной 38 метров. К тому же в вокально-хореографическом номере, который ансамбль приготовил для фестиваля, Асьякеа выступит практически в максимальном составе. 9 пар балета, 20 человек хора. Сейчас у артистов напряженные дни, особенно у молодых. Готовимся днем и вечером. Дополнительные репетиции проходят для нас, как молодых артистов. Самое главное – показать наш академизм, четкое наше выступление, нигде не запутаться в номерах и порадовать зрителей. Яркий и незабываемый номер с кульминациональными инструментами коллектива Искуми должен будет влиться в единое полотно выступлений всех участников фестиваля. Это свет, это звук. Потом, что интересно, это будет не просто концертные номера, это будет театрализованное представление. То есть это будет смена декораций, обстановки, свет. Они еще придумали какое-то большое покрывало, накидку, которая будет менять эти картинки этих коллективов. Да? То есть и будет там присутствовать один главный герой, ремесленник, который будет как бы ездить по России и собирать какие-то особенности этого региона. Специально для этой поездки шили яркие костюмы. В Москве коллективы соберутся уже через 4 дня. На общую репетицию им отведут всего 3-4 часа. Но артисты Асьякеа уверены в своих силах. Тем более, что опыт выступления в Кремле на фестивале «Танцуй и пой, моя Россия» у ансамбля уже есть. Елена Кононова, Павел Фетисов, телеканал Юрган.